Сдающие досрочно единый госэкзамен в 2024 году смогут воспользоваться правом пересдачи одного предмета до конца приемной кампании 4 и 5 июля, сообщил замруководителя Рособорнадзора Игорь Круглинский. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев ранее уточнял, что право будет доступно только выпускникам текущего года. Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ. В марте Рособорнадзор сообщал, что у сдающих ЕГЭ досрочно право на пересдачу ЕГЭ в 2024 году не будет. Там пояснили, что для этого пришлось бы вносить изменения в некоторые нормативно-правовые акты. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14,7%, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 21 регионе, более чем в среднем по стране. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2469 человек с коронавирусом, что на 34,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализации произошло в 55 субъектах России. В летней оздоровительной кампании 2024 года будут участвовать 5 миллионов 300 тысяч детей. Из них порядка 1,5 миллионов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на семинаре-совещании на тему об организации и проведении летней оздоровительной кампании 2024 года. Министр также отметил, что будут задействованы 39 тысяч лагерей всех типов. Общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей. Отопительный сезон в Ингушетии прошел успешно и без сбоев в системах центрального теплоснабжения, сообщил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Все мелкие инциденты были оперативно устранены нашими службами. Теперь власти приступают к подготовке к следующему отопительному сезону. Уже направлены запросы для планирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, в разработке региональный план с конкретными сроками и ответственными лицами. Все котельные в республике работают на природном газе, обеспечивая теплом 54 многоквартирных дома и 7 социальных объектов. Глава напомнил, что в случае возникновения перебоев в электроснабжении единая диспетчерская дежурная служба по номеру 112 всегда готова оперативно реагировать на любые ситуации. Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как изменится жизнь некоторых россиян с 1 июня. По словам парламентария, доплаты к пенсии получат около 4,5 миллионов пенсионеров по всей стране. Фиксированная выплата при достижении 80 лет вырастет на 100%. Повышение составит более 8 тысяч рублей, отметил политик. Доплату чуть более 8 тысяч рублей также получат люди с инвалидностью, получившие первую группу в мае 2024 года. Индексация пенсии коснется и тех пожилых граждан, которые уволились с работы, уточнил Чаплин. В честь столетия государственности Ингушетии администрация МАГАСа с 20 мая по 20 июня проводит конкурс на лучшее стихотворение «Ингушетии дарю я эти строки». Участвовать могут все желающие от 14 до 21 года. Произведения должны быть написаны на русском языке и посвящены Ингушетии. Оценка будет проводиться по критериям поэтической грамотности, тематики, оригинальности и доступности. Размер пособия по безработице зависит от среднего заработка до увольнения, но при неотработанных 26 неделях он будет минимальным, как и у впервые ищущих работу и уволенных за дисциплинарный проступок, рассказала эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХИКС Марина Лопатина. Минимальный размер пособия по безработице составляет 1613 рублей, а максимальный – 13 751 рубль. В районах, где принимаются коэффициенты к заработной плате, размеры пособий увеличиваются на размер этого коэффициента. Ингушские спортсмены выступили на международном турнире по всестилевому карате, который проходил с 17 по 20 мая в Уфе. Сборная Ингушетии завоевала 15 золотых и 2 бронзовые медали. Соревнования, проходившие в рамках 6-х открытых Евразийских игр боевых искусств, собрали более 4000 участников из 60 регионов нашей страны и зарубежья. Ингушетию представляли 17 спортсменов.